И эту нацию кто-то хочет победить и сломить. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, чем вы точно будете гордиться. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Студенты Худжандского госуниверситета изъявили желание принять участие в строительстве и восстановлении домов в приграничных селах, пострадавших при конфликте на границе с Кыргызстаном, заявили в пресс-службе администрации Сагдийской области. Жители города Исфары, сотрудники спасательных служб, а также учащиеся высших учебных заведений добровольно пришли на помощь пострадавшим и работают, чтобы вовремя обеспечить всех жильем, отметили в пресс-службе. Там сообщили, что студенты в свободное от занятий время после учебы или на выходных принимают участие в строительных работах. Никто не заставляет студентов участвовать в строительстве домов жителей Исфары. Они добровольно решили помогать, подчеркнули там. В настоящее время строительно-восстановительные работы идут высокими темпами. Чиновники и население приняли решение завершить возведение объектов до конца месяца, рассказали в администрации Сагда. Как вы относитесь к такому жесту со стороны молодежи и к тому, что это значительно ускорит постройку домов? Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ранее СМИ сообщили, что 100 учащихся Худжандского госуниверситета будут помогать в строительстве и восстановлении жилых домов приграничных сел, пострадавших при военной агрессии со стороны Кыргызстана. Данная инициатива была предложена ректором университета Аюбом Усманзада, чтобы обеспечить своевременную помощь при восстановлении жилья в приграничных джамаатах. Напомним, что в результате недавнего пограничного конфликта в Исфаре пострадали десятки жилых домов и сооружений. Конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном обострился с новой силой с 14 по 17 сентября. В результате перестрелок на границе с таджикской стороны по официальной версии погибли 41 человек, включая мирных жителей, десятки получили ранения. Но независимые журналисты и СМИ собирали свою информацию и сообщают уже о 81 погибшем. Как вы относитесь к такой всей ситуации? Также напомним, что в Душанбе приехала делегация Кыргызстана. Об этом сообщил глава ГКНБ Кыргызской республики Камчыбек Ташиев. Возглавляет делегацию спецпредседатель Кабмина Кыргызской республики по приграничным вопросам Назирбек Барубаев. До пятницы они должны решить вопрос по границе в Сюлюкте и Кулунду. По итогам переговоров будут предприняты дальнейшие действия, сказал Ташиев. Информации, кто будет представлять Таджикистан на переговорах, нет. Напомним, что 25 сентября Таджикистан и Кыргызстан подписали протокол о прекращении пограничного конфликта. Подписи под документом поставили главы ГКНБ двух стран Саймумин Етимов и Камчыбек Ташиев. Тогда стороны договорились законсервировать пограничные посты, постоянно приводящие к конфликтам. Как вы думаете, эти переговоры дадут какой-то толк? Они наконец-то хоть о чем-то договорятся или все же нет? Свое мнение по поводу всей этой ситуации, отношении к ней таджиков и кыргызов напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!